Вновь объявлены выговоры и замечания ряду чиновников за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а некоторые освобождены от занимаемых должностей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Сапар Исаков. Что последует за этим, по мнению экспертов, узнавала Диана Мамекова. В исполнительной ветви власти не должно быть демократии, считают эксперты. Это именно та ветвь, сотрудники которой должны работать по закону государственного управления. Конечно, одними этими выговорами проблема не решится. Это вполне понятно. Но я абсолютно уверен, что для чиновников это тоже сигнал, что они должны лучше работать, более дисциплинированно, более ответственно подходить к своим обязанностям. Потому что ситуация в экономике страны, ситуация в борьбе с коррупцией, вообще общественное мнение о работе вообще в целом власти, она требует вот таких подходов. Я вполне понимаю и поддерживаю. Итак, премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому ряду руководителей министерств и административных ведомств объявлено дисциплинарное взыскание. За низкую исполнительскую дисциплину, предоставление недостоверной и некачественной информации об исполнении плана мероприятий госорганов по выполнению госстратегии антикоррупционной политики страны на 2015-2017 годы объявлен строгий выговор министру здравоохранения Таланбеку Батыралиеву. Выговор Самату Борубаеву, статс-секретарю Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Замечание министру юстиции Урану Ахметову, статс-секретарю Министерства культуры, информации и туризма Бахтыбеку Секимову, статс-секретарю Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Азамату Эркебаеву, Ильязу Ташбаеву, статс-секретарю фонда по управлению государственным имуществом. За неисполнение распоряжения о введении должности уполномоченного по вопросам предупреждения коррупции в установленном порядке объявлен выговор статс-секретарю Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Абдыхалыку Шамшиеву. Также объявлено замечание министру финансов Адылбеку Касымалиеву. Строгий выговор получили министр экономики Артем Новиков, министр образования Гульмира Кудайбердиева, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев, глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов, директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов и глава Госагентства архитектуры и строительства и ЖКХ Бахтыбек Абдиев за недостаточную работу по исполнению бюджета проектов госинвестиций за 2017 год. Также занимаемых должностей уволены руководитель аппарата правительства Нурханбек Мумуналиев и его заместитель Эмильбек Бусурманкулов. По мнению политолога Игоря Шестакова, это именно те ведомства, которые всегда на виду. И все изъяны в их деятельности всегда критиковались как со стороны граждан, так и парламента. Более того, придя в правительство, Сапар Исаков четко поставил задачу. Нужны люди, которые соответствуют своим должностям. Допустим, увольнение руководителя аппарата, которые критиковали за критику участия Кыргызстана в Евразийском союзе. Об этом уже года два говорят эксперты, да? О том, что у нас есть большие проблемы, недоработки с нашей стороны. Деятельность того же Минсельхоза, чье ведомство должно оказывать серьезную поддержку нашим стратегическим, скажем так, представителям бизнеса, это фермерским хозяйствам. Минсельхоз у нас в большей степени это вывеска, а не реальная помощь нашим фермерам. Про Минздрав, уже знаете, уже столько всего сказано, да, то есть премьер показал, что он реагирует, то есть у него, видимо, есть своя точка зрения, но в то же время он реагирует на те чаяния людей, которые ждут от правительства, скажем так, конструктивной работы. Если работа чиновника вызывает всеобщее недовольство, замечание, возмущение, то он должен быть наказан. И это не просто раздача выговоров. За ними могут быть достаточно серьезные последствия, вплоть до увольнения, говорят эксперты. Сапар Исаков показал, что прежде всего в креслах чиновников должны быть профессиональные менеджеры, а не представители партий. Поэтому я думаю, что здесь он и поставил вот этот еще вопрос. Значит, как известно, кадр решает все. Потому что государственная служба – это особая служба. Это не школа, это не больница, это государственная служба. И там свои требования как к ответственности сотрудников, так и к их правам, к их полномочиям.
И поэтому вполне понятно, что глава исполнительной власти требует ответственности и дисциплины. Возглавив правительство, Сапар Исаков произвел ряд громких кадровых перестановок, и все за невыполнение должностных инструкций нерадивыми чиновниками. Всего с 25 августа прошлого года по 13 марта нынешнего решением премьера было уволено 53 чиновника различного ранга. Одновременно с этим за указанный период времени дисциплинарные взыскания получили 23 чиновника. Диана Мамекова, Тимур Сыдыгалиев, Общественный, Первый канал.